Сейчас аварийно-спасательные службы спешат к месту условного ДТП. По замыслу учений 15 человек пострадали, 5 из них погибли. На дороге образовался автомобильный затор протяженностью 1,5 километра. В реальности на улице ясно и плюсовая температура, но по легенде идет сильный дождь со снегом, дует шквалистый ветер, на дорогах образовалась гололедица. Именно из-за таких неблагоприятных погодных условий на федеральной трассе «Кавказ» произошло столкновение пассажирского автобуса и 2 легковых автомобилей. Госавтоинспекторы оцепляют зону дорожно-транспортного происшествия, спасатели извлекают пострадавших из искореженного автотранспорта, кому необходимо накладывают шины, жгуты и передают их специалистам медицины катастроф. Всего 148 человек с привлечением 24 единиц специализированной техники оказывают помощь условным участникам чрезвычайной ситуации. Сегодня мы проводим в рамках тактики специальных учений с органами управления силами и средствами РСЧС субъекта Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа по отработке вопросов ликвидации чрезвычайной ситуации, связанным с дорожно-транспортным происшествием. Фельдшеры медицины катастроф признаются, что на ДТП работают довольно часто. Рая Сокалова отмечает, что больше всего вызовов на такого рода происшествия поступает в вечернее время. Она уже 35 лет в медицине, видела самые разные ситуации, но одна из них очень сильно отпечаталась в сердце. Вот недавно был случай, что женщину сбила машина беременную. Вот это меня очень тронуло. Мы быстро помощь оказали и доставили в перинатальный центр. Уже роды был, вот должна была она родить. По последней информации, которая есть у фельдшера, жизнь матери и ребенка были спасены. Во многом на благополучный исход повлияли оперативность и правильность действий служб, призванных оказывать помощь населению при происшествиях. Специалисты убеждены, оттачивать свое мастерство нужно постоянно. Для этого и проводятся тактика специальные учения. В реальной жизни в Республике Ингушетия чрезвычайные ситуации у нас происходят нечасто, но тем не менее они имеют место быть. Дорожно-транспортные происшествия, происходящие в Республике Ингушетия, сопровождаются тяжелыми последствиями. Это для травмирования граждан и нанесения ущерба как дорожной инфраструктуре, так и имуществу граждан. Данные тактики специального учения позволили нам отработать несколько элементов. Это отработать взаимодействие между привлекаемыми силами и средствами. Это повысить практические навыки и умения у принимающих участие сил и средств. И отработать элементы передачи информации между субъектами взаимодействия. Все службы системы РСЧС отработали слаженно, к возможным происшествиям на дорогах готовы. Но специалисты надеются, что эти навыки им придется применять только во время учений. Поэтому убедительно призывают жителей республики соблюдать правила дорожного движения, в особенности скоростной режим. А в случае ухудшения погодных условий на дорогах быть предельно внимательными и осторожными. Это позволит избежать возможные ДТП и жертвы среди людей. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.